اسكتوا رحمكم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. والصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد إمام الذاكرين والشاكرين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وما توفيقي إلا من عند الله. Вся слава и величие Аллаху, Господу миров, посылающему нам испытания, лишения и трудности, и дарующему надежду, свою безграничную милость и сострадание, любовь и милосердие. Мир и благословение печати пророчества, имаму пророков и посланников, светочу уммы, Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, его пречистой семье и роду, славным сподвижникам, добрым ученым мужам и всем тем, кто следуют и будут следовать за ними до судного дня. В этот благословенный праздничный день, Сайидуль Айям, Яумаль Джумаа, мы, совершив должным образом омовение, надев наилучшие одежды, умастив себя благовониями, с чистыми сердцами и искренними намерениями, со словами «Бисмилляхир Рахманир Рахим», направились в лучшее место на земле, в Дом Божий, Байтуллахи, храм веры, науки, чистоты, любви и созидания, в Московскую соборную мечеть. Мечеть, которую по милости и провидению Божьему Аллах Субханаху ва Тааля хранит уже более 120 лет. Этот храм, переживший революции и 2 мировые войны, голодомор и пандемию, храм, ни на день не закрывавший свои двери для всех страждущих и нуждающихся, храм, с минбара которого наши благородные имамы, хатыбы, духовные наставники 27 июня 1941 года в первую джума с начала наступления войны призвали своих сыновей и дочерей к защите своей веры,
Родины, своего любимого Отечества, своих детей и к джихаду на пути Аллаху. Я сердечно приветствую всех вас наилучшим приветствием ислама. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Да примет Всевышний Аллах все наши благие деяния, намерения, да будут услышаны наши молитвы и приняты, и дарует всем Творец райскую обитель. Дорогие наши ветераны Великой Отечественной войны, дети войны и их потомки, дорогие мои единоверцы, соотечественники, гости столицы, в этот великий день, день праздника со слезами на глазах, позвольте от имени Президиума Духовного управления мусульман Российской Федерации и его председателя, главного муфтия шейха Равиля Хазрата Гайнуддина, всех нас, весь мир, все человечество сердечно поздравить с 80-летием победы в Великой Отечественной войне. Пусть этот день сблизит наши сердца, и Аллах упокоит души воинов-шахидов, павших на полях сражения, простит и помилует, и облагодетельствует раем всех убиенных, замученных и раненых в самой кровавой и беспощадной войне в истории человечества. Альхамдулилля, мы потомки тех, кто в мае 1945 года водрузил знамя победы над Рейхстагом, ознаменовавшие разгром нацистской Германии. С 27-го Джумад-аль-Уля 1360 по 27-е Джумад-аль-Уля 1364 года хиджры день в день, ровно 4 года шла эта война. Альхамдулилля, 80 лет мы ни на день не забывали и хранили память о подвигах наших дедов и бабушек, отцов и матерей. Ибо нет на просторах бывшего Советского Союза ни одной семьи, ни одного народа, будь то в горах Памира Таджикистана, в горах Эльбруса на Кавказе или в далекой Бурятии и Туве, нет ни одного места, куда бы не пришло горе и не пролились слезы за своих детей, мужей и жен, отцов и матерей. 80 лет бережно мы храним эту память и передаем ее нашим детям и внукам. Мы помним и гордимся, что наши мусульманские народы СССР от самого многочисленного татарского народа, давшего 170 героев Великой Отечественной войны, до малочисленных мусульманских народов, все как один, по призыву веры, совести, чести и долга, услышав обращение нашего верховного и единственного муфтия на всем пространстве Советского Союза шейха Абдурахмана Расулева и своих наставников-имамов, как отважные львы бросились на врага. 18 июля 1941 года муфтий Хазрат обратился к верующим со следующими словами: «Уважаемые братья-мусульмане, изречение великого Аллаха и его пророка, великого Мухаммада, мир ему и благословение, призывают вас, мусульмане, не жалея сил, сражаться на полях брани за освобождение великой Родины, всего человечества и мусульманского мира от иго фашистских злодеев. Оставшиеся в тылу мужчины и женщины, не поддавайтесь малодушию и панике, приложите все свои силы для изготовления всех необходимых предметов для успешного ведения войны и обеспечения жизни населения. В этой святой Отечественной войне против фашистской Германии и ее приспешников, доказав свою правоту,
покажите перед всем миром верность своей Родине, молитесь в мечетях и молитвенных домах о победе Красной Армии. Мы, ученые ислама и духовные деятели, живущие в Советском Союзе, призываем всех мусульман к единодушной защите любимой Родины и мусульманского мира от германских фашистов. Миллионы мусульман СССР наряду с соотечественниками других вероисповеданий без колебаний сделали свой выбор. Они выбрали путь защиты Отечества, отражения беззакония. Их матери, их жены отправили своих сыновей, мужей на Великую Отечественную войну, а сами стали денно и ночно трудиться для пропитания детей и стариков, для фронта, для обеспечения Красной Армии всем необходимым. Все для фронта, все для победы. Десятки миллионов погибли, многие из них героические. Честь и добрая память нашим улемам-богословам, которые в минуты скорби и грусти всегда были со своим народом, несмотря на то, что советская, атеистическая, безбожная власть, ранее уничтожившая 99% всех мечетей и медресе, расстрелявшая и репрессировавшая имамов и ученых ислама, несмотря на все это, они честно и доблестно исполнили свой религиозный долг пред Аллахом, будучи истинными сынами и дочерями своего Отечества, истинными патриотами своей веры и родной земли. Все как один встали на защиту Родины. Вечная им всем память. Здесь, с минбара главного храма страны, Московской соборной мечети, я прошу каждого из вас прочитать сейчас суру Аль-Фатиха душам шахидов. Аузу билляхи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахи рахманир рахим. Рахманир рахим. Малики ямиддин. Ияка набуду ва ияка настаин. Гайри магдуби алейхим валяддаллин. Аминь. Дорогие мусульмане, мы не смеем забыть доблестных воинов-защитников Брестской крепости, Панфиловскую дивизию, собранную на просторах Дешты-Кипчака, Казахстана и Кыргызстана, остановившую врага на подступах к Москве в морозном декабре 1941 года. Это сражение стало поворотным в Великой Отечественной войне. Мы не забудем вклад в победу азербайджанского народа и бакинскую нефть. Ташкент, город хлебный, в годы эвакуации принявший миллионы советских граждан, ратный подвиг всех народов многонациональной и многорелигиозной страны во главе с нашим братским, сильнейшим духом русским народом. 27 миллионов жизней было принесено ради победы и мирной жизни. Но история и мы знаем, что не мусульмане и мир ислама развязали Первую и Вторую мировую войну. Не мусульмане впервые сбросили атомные бомбы на головы мирных жителей японских городов Хиросимы и Нагасаки. Не мусульмане ставили бесчеловечные эксперименты и сооружали концлагеря и печи, сжигая в них женщин и детей. Мир хотели поработить цивилизованные народы Западной Европы христианского мира. Немцы, поклонники Вагнера и Баха, итальянцы и их союзники с девизом, выбитым на пряжках ремней немецких солдат «Gott mit uns» – «С нами Бог». А Советский Союз, хотя и считался атеистическим государством, но его граждане, народ, были в душе глубоко верующими людьми. И русская православная церковь, и мусульманская умма, и представители других религий все встали на защиту Отечества,
и победили, потому что с нами Бог. Бог там, где правда. Янсуру май яшау. Бог дарует победу, кому пожелает. Как пишет в своих воспоминаниях генерал армии, наш татарский аксакал Махмуд Гареев, да упокоит Аллах его душу. Внимательно послушайте его слова. Знаете, на войне обостряется чувство веры. Меня отец в детстве учил молиться. Я тогда был пионером и заучивал молитвы из-за уважения к отцу. Конечно, считая все это пережитком. И вот когда я в ноябре 1941 года попал под немецкую бомбежку, даже не заметил, как начал молиться. В воронку забрался и молился. Война – страшная вещь, и человек, оставшись один на один со своей судьбой, ищет защиты. Вера в то, что есть кто-то, кто в самый отчаянный момент будет на твоей стороне, поможет тебе. Она присутствует у человека, какой бы он веры не придерживался. И как говорит наш брат, герой специальной военной операции Рустам Сайфуллин, на войне неверующих нет. Вера всегда была в душах и сердцах, потому что ислам и Коран воспитывают нас, ежедневно прививают мысль о том, что ты человек, наместник Бога на земле, халифатуллахи аляль-ард. Тебе Бог верил эту землю, ее богатство, реки, озера, моря, океаны, леса, чтобы ты все это сберег до судного дня. Ибо Бог завещал: «Валя туфсиду филь арды ба'да исляхиха». Не творите беззакония, не сейте хаос и разрушение на земле после того, как она приведена в порядок и совершенство. И ты, человек, будешь спрошен за каждую невинно убитую душу, каждого оскорбленного, обманутого, униженного, притесненного. В судный день все твои органы засвидетельствуют за тебя или против тебя пред Малики Яумиддин, единственным судьей Дня Грозного Суда. Мы не перестаем напоминать слова Господа: «Ман каталя нафсан бикайри нафсин ау фасадин филь ард факааннама каталя наса джамиа». Пока эти слова не будут выбиты на сердце каждого из нас. Кто убьет одну невинную душу, одного человека, не за убийство или распространение нечестия, беззакония на земле, тот словно убьет все человечество. Поэтому не спрашивай, по кому звонит колокол, по кому читается джаназа, ибо каждый раз он звонит по тебе. Каждая жизнь, от муравья до кита, животного и человека, мы, люди, в ответе пред Всевышним Творцом. Поэтому в этом бренном мире мы призваны к наивысшему джихаду, аль-джихадуль акбар, джихаду со своими грехами и страстями, со своим эгом, высокомерием, тщеславием одних людей над другими, забывая, что все мы сотворены от одного отца и матери, Адама и Евы. Все человечество – одна большая, единая семья народов, обязанные жить по принципам «фастабикуль хайрат», «айнама такуну, ятибикумуллаху джамиа». Стремитесь опередить друг друга только в богоугодных, только в благородных, только в добрых делах. Где бы вы ни были, Аллах приведет всех вас вместе.
И посему «Ватаавану аляль бирри ват таква, валя таавану аляль исми валь удван». Помогайте друг другу только в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде. Но тем, кто забывает эти вечные истины Корана и данный завет с Богом, жить в мире и согласии, любви и уважении, будучи халифатуллах, наместниками Бога на земле, знайте, всегда найдутся истинные воины Божьи, которые напомнят всем поработителям, фараонам, залимым угнетателям, что «Валяуля дафруллахи аннаса ба'дахум би ба'дин ля фасадатиль ард». Если бы Аллах не сдерживал одних людей посредством других, то вся земля пришла бы в расстройство. И в подобном же по смыслу аяте Аллах уточняет: «Валяуля дафруллахи наса ба'дахум би ба'дин лахуддимат савами'у ва би'ун ва салаватун ва масаджиду юзкару фиха смуллахи кафира». Если бы Аллах не сдерживал одних людей посредством других, то были бы разрушены монастыри, церкви, синагоги и мечети, в которых премного поминают имя Бога. Аллах непременно помогает тому, кто помогает Ему. Бог всегда и везде хранит миропорядок на земле своими возлюбленными воинами. «Валя янсуранна Аллаху май янсуру». Аллах непременно помогает тем, кто помогает Ему, которые не боятся отдать свои жизни ради высочайших идеалов мира, свободы, равенства, братства во имя любви и созидания, дабы ни один храм Божий, в котором премного поминается имя Божье на разных языках, в разных формах и разными способами, ни монастыри Савамиу, ни церкви Вабияун, ни синагоги Васалаватун, ни мечети Вамасаджиду, чтобы не были осквернены и порушены. Ибо провидение Божие в том, что сотворенная им земля, мироздание и человечество не пришло в хаос и не погрузилось в глобальную катастрофу. Поэтому люди, удхулю фиссильми кафатан, войдите в мир все вместе сообща. Пусть каждый из вас будет человеком с большой буквы, с большим сердцем, живет по совести, ступает на пути пророков Божьих и посланников и помнит, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля тадхулюль джанната хатта ту'мину». Вы не войдете в рай, пока не уверуете. «Валя ту'мину хатта тахаббу». И не уверуете искренней, истинной, полной верой до тех пор, пока не возлюбите друг друга, пока не научитесь прощать и не примиритесь. И только постоянно сея мир, распространяя мир, говоря о мире, призывая к миру, живя смиренно самим собой и со всем окружающим миром и с Богом, афшуссаляма байнакум, как завещал пророк, алейхиссалям, только тогда ты полюбишь по-настоящему все вокруг и всех вокруг. Аллахума антассалям, ва минкассалям, табаракта я заль джаляли валь икрам. В этот поистине грандиозный праздничный день мы все вместе в этой благословенной мечети, в это благодатное время, когда молитвы дуа не отвергаются и принимаются Богом, просим Всевышнего Аллаха даровать мир во всем мире, установить крепкий, долговечный мир между Россией и Украиной, нашими православными братскими народами. Мы просим Аллаха ниспослать мир между братьями арабами и евреями в Палестине, Газе, Израиле, помня, что все они потомки Авраама, Ибрагима,
Исмаила, Исхака и прекратить геноцид и блокаду Газы. Мы просим Всевышнего удержать власть и народы Индии и Пакистана от кровопролития. Мы молим о мире везде, где дети проливают слезы, матери молят о спасении и оплакивают своих детей. Мы просим Всевышнего Аллаха вселить мир в наши души, семьи и города. В этот день мы в молитве за наших последних живых ветеранов Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции, за всех героев, не пришедших с полей. В этот день мы возносим молитвы Богу за предстоятеля российских мусульман, нашего имама, муфтии шейха Равиль Хазрата Гайнуддина, честных и искренних руководителей общин, имамов, учителей и наставников. Мы молим Всевышнего Аллаха принять благие деяния нашего благородного брата Сулеймана Абу Саидовича Керимова и его семьи, и всех тех, кто, не жалея своих жизней и средств, жертвует на пути Божьем, помогает голодающим, обездоленным, страждущим и лишенным крова. Да не оскудеет рука дающего, и будет принято Господом Богом. Мы в молитве за наших братьев и сестер, намерившихся совершить в эти дни паломничество в святую Мекку, чтобы они благополучно добрались до святых мест и исполнили предписание хаджа. Мы в молитве за политическое руководство нашей страны, за нашего президента и главнокомандующего, который уже в течение четверти века, 25 лет, несет великую миссию служения Отечеству и его народу, будучи гарантом Конституции и защитником каждого в самой большой стране на планете Земля. Просим Господа даровать власть придержащим светлый разум, мудрость и искренность в служении российскому народу. Да хранит нас всех Аллах в искренней вере и дарует всем нам до последнего вздоха возможность служить исламу, умме, дорогому Отечеству и его народам. С праздником, с Днем Великой Победы! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! يا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم السميع الدعاء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ألا وصلوا رحمكم الله على نبيكم المصطفى كما أمر بذلك ربكم الأعلى في كريم خطابه قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على سيدنا
محمد بعدد من قعد وقام صل وسلم وبارك عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام في فلسطين وفي كل مكان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ومنزل البركات وقاضي الحاجات. عباد الله، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله تبارك وتعالى أكبر وأوفى لو كنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة. قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا مما دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء
نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عباداتك.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا معبد سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا تلاوة القرآن العظيم وبلغ ثواب ما قرأناه إلى روح سيدنا ورسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ربنا اغفر لهم وارحمهم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا يا ربنا وبحرمة القرآن العظيم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المفسدين وانصرنا على القوم الجاهلين. اللهم ربنا يا ربنا يسر لنا ولا تعسر لنا وسهل بالخير. اللهم ربنا يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Ya Rabbana şuşu mübarek izge cumğa günlerimizin saatlarımızda şuşu okunmuş Kur'an-ı Kerimlerini öz rahmetin ile kabullardan kılsaydın. Ya Rabbimiz Allah şuşu okulgan Kur'an-ı Kerim'nin ecir sevapların en birinciden seyikli nurlu Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruh şerifine, ehli beytine, barça sahibi-i kiramlarına bağışladık. Ya Rabbana hamda şuşu okulgan Kur'an-ı Kerim'nin ecir sevapların büyük vatan suguşlarının meydanlarında vafat itilgen barça tuğanlarımızın, kardeşlerimizin, ebi babalarımızın ruhlarına bağışladık. Ya Rabbana ruhların şad kılsaydın. Ya Rabbana bulgan yahkimşiliklerin gafu ve mağfirat kılsaydın. Yakşı izgi amellerin, Ya Rabbana şuşu vatanımızını sakla için hizmetlerin, üz rahmetin için Ya Rabbana kabullardan kılsaydın. Urunların mengelik cennet bahçalarında birseydin. Ya Rabbana hamda şuşu mübarek izginlerimizde, şuşu okılgan Kur'an-ı Kerim'nin hürmetlerine, şuşu dünyada yaşayan veteranlarımızga, şuşu minutlarda, şuşu saatlerde vatanımızını saklayan barça kardeşlerimizge isenlik, sağlık birseydin. Uzun ömürler, baxtlı turmuşlar yaşarga nasip eyleseydin. Şuşu Allah hizmetlerinde üzün cingillik birseydin, yardım etseydin, uğuşlar birseydin, bereket birseydin. Ya Rabbana ilkinlerimizge tizden tanışlıklar, imanlikler birseydin. Aralarımızda hastada bulgan kardeşlerimizge, şuşu günlerde, hospitallerde bulgan barça kardeşlerimizge, Ya Rabbana tizden hayırlı şifalar birseydin. Ya Rabbana barımızga da sağlık, selametlik, tevfik, hidayet, şatlık, bahitlik, saadetlik birseydin. Ya Rabbana taqabbal minna innaka entes semiyul alim ve tub aleyna ya Mevlana innaka entet tevvabur rahim ve ehdini ilal haqqi ve ila tarikil mustaqim ببركة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم وعاف عنا يا كريم وعاف عنا يا رحيم بفضلك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين آمين.